Произошла авария на водозаборе Сумской тепловой компании. По идее, два насоса вышли из строя. Ввиду того, что там проводят работы сейчас на реке, строят огромный водозабор, где новые насосные станции будут. Ну, чистый город, чистая вода, город Микуй, наверное, слышали, да? Поэтому, ну, по всей видимости, попали там и грязную воду тоже на насосную. Но это стало причиной, забились насосы и вышли из строя. Вот по этой причине, по идее, вот 2 дня котельную остановили, действительно не был. Вчера ночь не топили котельную. Вчера приезжал с Минахстроя замминистра 2. Создали свои комиссии здесь, людям возили воду спецтехникой. Было обеспечено полностью. Сегодня уже 12 часов уже воду дали. Утром была вода у нас 7 часов, 6 часов 30 минут. Выехали совместно главой Устюмского района на место с комиссией. Работают, люди работают. И сегодня 12 часов 45 минут подали не воду. Пока будет давление или не знаем, но по крайней мере они ждут водолазов для чистки определенного колодца, после чего будет напор намного выше. У нас с отключением воды, которой питались мы от Газпромэнерго, микрорайон мы подключили вчера заново, этот район, учитывая, что район у нас обеспечивается Газпромэнерго водой, сейчас давление должен быть нормально после чистки водолазами данного колодца. Вот такая ситуация сегодня по городу Микуй. То есть сейчас, в принципе, везде воду дали 12 часов, вот 12 часов 40 минут, сегодня дали воду. И утром в 6 часов 30 тоже давали воду, вода была у нас. Учитывая, что 10 часов дня они переставили 2 насоса наружных возле реки, по крайней мере, пока наружной водой пользуются, не через колодец, поэтому промежуток 3 часов не было воды. За это время было у нас организовано МЧС Айкина 2 машины, ИК-31 2 машины, СКК трубопровод строй, водовозка. То есть людей сейчас тоже по-настоящему стоят везде по городу. Вот схема, наверное, видите по городу. Здесь написано ИК-31 машина пользуется. Это пожарная Айкина, это СКК. То есть город разделен на все части, ход вода есть, машины держим для технической воды. Возможно, мы боимся, до 5-го этажа может пока слабые насосы до вечера пока не наберет, так как они набирают воду по котельным. Поэтому определенные нагрузки сегодня несут котельные. Будет вода, набор будет полный, тогда, наверное, давление тоже будет в домах. Будем ждать. А что касается дошкольных, школьных учреждений? Учитывая, что утром вода, по идее, была в школах и садиках всех, вчера в воскресенье нам было организовано дополнительно 2 садика. Первый и второй садики, это у нас питается от водозабора, от Трансгазэнерго водой. В 2 садиках вчера тоже была вода. А по 2 садикам мы вчера возили питьевую воду водовозками. На утро должен был хватать. Тем более утром давали воду, садики питались той водой. Школа тем более. Утром была вода в школах. И сегодня 10 часов мы завезли воду дополнительно еще. Все садики, водовозка, СКК, трубопровод, строй и по школам. То есть проблем сейчас нет по учебному заведению.